Каждая из участниц сверкает на ковре, как яркая звездочка, костюмы, макияж и соответствующая музыка. Свою программу выступления участницы готовили не один месяц. Главное – выполнить все элементы как можно лучше. В их числе Арина Тимошенко. В регионе она у нас впервые своим выступлением довольна, пусть и были небольшие недочеты. Какие элементы ты показывала? Повороты, прыжки и равновесие. А есть что-то, что получилось, а были какие-то помарки? Поворот фуэте, он не получился, мне кажется, я могла его лучше сделать. Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов спорта. За 3 соревновательных дня на первенстве Ингушетии, посвященном 30-летию республики, в спортивно-тренировочном центре «Мужичи» выступит несколько сотен спортсменок. Организатор соревнований – Федерация художественной гимнастики региона совместно с Минспортом Ингушетии. Первенство Ингушетии по художественной гимнастике проводится в регионе уже 4-й раз подряд. В этом году оно собрало около 300 участниц из 22 субъектов страны. Пока одни феи гимнастики творят волшебство на ковре, другие готовятся к выступлению за кулисами. Показать свое мастерство приехали гимнастки из СКФО Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, булавы, обручи, мечи. Выступать участницы могут с различными предметами, так и без них. Возраст спортсменок от 4 до 16 лет. Соревнования проходят в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Мы приехали в Ингушетию, чтобы выступить в групповые упражнения с обручами и булавами. У нас очень интересная программа, интересная музыка. Немножко страшно выступать и обручи. Много перебросок, бросков, сотрудничества. Я здесь впервые. Ехали мы, ждали, чтобы занять какое-то место, отрабатывали долго. Ты вообще впервые выступаешь у нас? Нет, я четвертое соревнование это. А какое место хочешь получить на этих соревнованиях? Первое. Свою гибкость и изящество в первенстве демонстрируют и наши спортсменки. Не первый раз в соревнованиях участвует и Лора Албагачиева. Сейчас она разминается перед программой. А ты сама давно занимаешься художественной гимнастикой? Я хожу только туда год один. А кто тебя туда записал? Меня туда записала мама, и я захотела сама. А чем тебе нравится художественная гимнастика? Что там тренеры хорошие, могут нас чему-то научить. Участников Республики Ингушетии 35 человек. Это гимнастки наши, которые тренируются на территории Республики Ингушетия. Дети участвуют с 2016 года. Они отбираются в сборную Республики Ингушетия по художественной гимнастике, чтобы в дальнейшем представлять республику на всероссийских соревнованиях и в первенстве СКФО. Оценивают девочек группа судей. За 1,5 минуты, что гимнастка выступает на сцене, они отмечают уровень техники, выполнения элементов, артистизм, хореографию и исполнение. Сегодня выступают девочки в младшей возрастной группе. Уровень от каждой категории растет, и каждая гимнастка стремится получить ту оценку, на которую рассчитывает вместе с судьей и с тренером. Есть динамика, потому что маленькие дети очень сложно справиться на таких ответственных соревнованиях, но они стараются, выступают и получают хорошие оценки. После выступления всех участниц судьям пора подводить итоги. Лучших определяют по максимальной сумме баллов в каждой возрастной группе, каждого разряда. Награждают девочек медалями, грамотами и памятными подарками. Первые места забрали и ингушские спортсменки. Среди них и Алина Чемхильгова. Я очень рада, что получила первое место, потому что я второй раз на соревнованиях. Первый раз была ОФП, первое место. В этот раз на СФП первое место. Очень волновалась, почти всю ночь не спала. Готовилась долго? Очень долго, полгода. Этот вид спорта дарит гимнасткам хорошую осанку и выносливость. А если кто-то из сегодняшних участниц уйдет в большой спорт, то, возможно, в скором времени мы будем болеть за них уже на олимпийской арене. Дана Плиева, Султан Булгучев. Новости 24.